Здравствуйте! В эфире «Время региональных вестей». С вами Лариса Шамаева и в начале главные темы выпуска. Чистокровная грация. Каждый заезд – это адреналин и скорость. Причем не только у наездников, но и у зрителей. На Грозненском ипподроме прошли скачки, посвященные дню рождения президента России. Все для победы. Подразделениям из Чеченской Республики, участвующим в СВО, передали новую партию спецтехники. Забота о каждом нуждающемся. Региональный общественный фонд провел очередную благотворительную акцию. Исконно чеченский народ питает глубокую любовь к чистокровным и грациозным скакунам. Ну а в плане эмоционального накала и азарта ни один вид спорта не сравнится со скачками. В розыгрыше призов в честь дня рождения президента Российской Федерации Владимира Путина на Грозненском ипподроме имени Саид Хусейна Закаева приняли участие скакуны со всей России. Почетным гостем мероприятия стал Рамзан Кадыров. Поболел вместе со зрителями и мой коллега Турпалали Тайсумов. Топот копыт и сосредоточенный взгляд наездников. Скачки на различные призы вновь принял Грозненский ипподром имени Саид Хусейна Закаева. Зрители ждали 7 красивейших заездов. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров самый преданный из тех, кто болеет за представителей конно-спортивного клуба «Ахмат». Перед стартом заездов он восхитился появлением своего скакуна Зазу. Зазу! В беседе с журналистами средств массовой информации он особо отметил, что такие соревнования они ждут всегда с особенным чувством. Ну а повод такого значимого спортивного мероприятия придает скачкам зрелищности и добавляет гордости участникам. Пользуясь случаем, политик поздравил верховного главнокомандующего с днем рождения. Хочу сначала сказать слова благодарности, в первую очередь, от чеченского народа, от республики. Почему? Потому что сегодня мы видим прекрасную, красивую, цветущую республику, без войны, без разрухи, все направления обеспечены. Это благодаря президенту страны, это его успех. Он вернул республику до состава суверенного государства России. И сегодня мы видим, что творится в мировом сообществе, единственный лидер, который хочет объединить весь мир, и чтобы соблюдали все религии, чтобы не было между религиозными, между национальными розни, это наш президент. Поэтому хочу от души поздравить, попросить Всевышнего ему здоровья, успехов, счастья, благополучия, чтобы мы, пехота, не подвели его и в ближайшем будущем победили на СВО. Первый заезд на приз в честь дня рождения президента Российской Федерации Владимира Путина. Каждый заезд – это адреналин и скорость. Причем не только у наездников, но и у зрителей, которые воочию болеют за своих участников. Все это вызывает заряд эмоций на Грозненском ипподроме. На дистанции 2400 метров уверенную победу одержал скакун Ламан Эдельвейс, жокей Мирзабек Капушев, представляющий клуб «Ахмат». Владимира Путина! Ламан Эдельвейс выигрывает. Награждение провел министр внутренних дел по Чеченской Республике Аслан Ирасханов. Он вручил кубки всем 3 наездникам на подиуме. По словам жокея-победителя, первый успех хорошо заряжает на весь турнир. Настроение поднимается, и хочется еще больше выигрывать, и легче, лучше скакать, когда на позитиве. Глава региона вместе с соратниками болел очень активно. Всем известно о его любви к лошадям чистокровных пород. Второй заезд был на приз первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Дистанцию 1600 метров быстрее всех преодолел Саид Лонг, жокей Жакшылык Бактыбеков. Следующий заезд – приз руководителя региона, героя России Рамзана Кадырова. На дистанции 1600 метров жокей Мирзабек Капушев одержал еще один триумф. Жеребцом выступал скакун по кличке Ландруш. Все присутствующие оказались в полном восторге, в том числе тренерские штабы команд участников. Конечно, радует. Каждый год мы проводим этот турнир. И постоянно они очень сильные скачки.
Впереди оставались заезды на приз в честь Дня города Грозный, в честь участников специальной военной операции, прошедшего также Дня учителя, и на приз жеребца ЗАЗу, принадлежащему Рамзану Кадырову. Каждый победитель и призер получил соответствующие подарки и денежные вознаграждения. Турпал Алита Исумов, Ислам Ибрагимов и Саид Селим Апукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. Чеченским подразделениям, участвующим в специальной военной операции на Украине, подготовили очередную партию новых автомобилей повышенной проходимости, а также спецтехнику. Рамзан Кадыров лично осмотрел внедорожники и квадрокоптеры и выразил уверенность в том, что бойцы будут оснащаться всем необходимым для приближения победы над нацизмом. Подробнее Медина Мударова. Надежность, крепкая конструкция. Эти неприхотливые в обслуживании автомобилей отечественного производства отправятся в зону проведения специальной военной операции. Модель УАЗ-3741, или как его еще называют в народе, «Буханка», Нива и Патриот УАЗ. Всего 78 единиц автотранспорта, а также беспилотные летательные аппараты, среди которых так называемые дроны «Камикадзе» и разведывательные коптеры, оснащенные тепловизорами. Все это станет хорошей поддержкой для военнослужащих, отмечает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Технику подразделения передали заместитель председателя правительства, министр сельского хозяйства региона Висхан Мацуев, министр здравоохранения Чеченской Республики Адам Алханов, министр по делам молодежи Рамзан Висмурадов и первый заместитель директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Чеченской Республики Ломали Сайдулаев. Верховный главнокомандующий Денис Зенедович, уже сам необходимый техник, еще заказ, амалади команда обучали sana Рамзан Рамзан Ламела Оушта Хайл Хардан Меласия Дакитурад Мосо Кипр Юш Мелбош Бош техника Юшу. Пользуясь случаем, Рамзан Кадыров поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с днем рождения. Он отметил, что Владимир Владимирович всегда оказывает республике и ее жителям необходимую поддержку, а также делает все возможное для обеспечения безопасности и благополучия страны. Еще раз пользуясь случаем, с днем рождения наш дорогой любимый президент Ахмад Сила. С первых дней начала специальной военной операции региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова, а также каждый, кто имеет возможность и желание, помогает чеченским бойцам с техникой, обмундированием и всем необходимым. В скором времени военная техника отправится в зону проведения специальной военной операции. Это позволит улучшить несение службы и обеспечит более эффективное выполнение боевых задач. Медина Мударова, Магомед Ахматов, Магомед Басаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. Председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов провел очередное совещание с кабинетом министров и руководителями ведомств региона. Главной темой обсуждения стали бюджетные проектировки на очередной финансовый год. Об основных подходах к формированию республиканского бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в своем докладе подробно рассказал вице-премьер Султан Тагаев. Прогнозируемые налоговые и неналоговые доходы республиканского бюджета на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов. Предлагается определить на основе оценки их поступлений в 2024 году с учетом изменения бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации, законодательства Чеченской Республики о налогах и сборах, вступающих в силу, планируемых к введению действий с 1 января 2025 года. В том числе в части пересмотра нормативов отчислений в местные бюджеты по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, а также факторов, влияющих на динамику доходной базы Чеченской Республики в 2025 и 2027 годах. Рев мотора и запах жженой резины. Автодром «Крепость Грозная» стала ареной для ведущих гонщиков страны в финальном пятом этапе серии G-Energy. Чеченскую Республику на престижных соревнованиях представляла команда «Ахмат Рейсинг Тим». О результатах захватывающих гонок в материале Турпал Алита Исумова. Ахмат Рейс стала основой для создания всероссийского турнира по автомобильному спорту в статусе чемпионата, кубка и первенства страны.
В финальном этапе серии G-Energy спортсмены готовят последние приготовления. Инженеры проверяют все, до последней гайки. Железные кони готовы к старту. Пилоты настроены решительно. Рев моторов и жжение резины будет самым, что ни на есть, главным и веселым событием. После пройденных кругов определятся победители. Наша команда настроена решительно. Каждый автомобиль уникален в своем роде. У каждого своя индивидуальная настройка. Каждый пилот подстраивает железного коня под свой стиль езды. И все это обещает быть зрелищным для присутствующих зрителей. Однако перед тем, как рвануть, состоялась церемония открытия с национальным чеченским колоритом. Официальные лица присутствуют здесь, чтобы пожелать хорошего заезда. Помощник главы субъекта, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев выразил уверенность в качественном проведении соревнований, которые автодром «Крепость Грозная» принимает уже много лет. Друзья, я хочу поблагодарить в первую очередь главу региона за создание таких прекрасных условий у нас в республике. Мы некоторое время назад не могли представить, что у нас в Чеченской Республике будут проходить мероприятия такого уровня. Это все благодаря титаническим усилиям, громадной работе Рамзана Ахматовича Кадырова. Созданы такие прекрасные условия, чтобы мы могли приглашать таких уважаемых людей проводить такого формата мероприятия у нас в республике. Также я хочу поблагодарить всех организаторов в лице нашего брата, сенатора Мухаммада Османова, всех, кто занимался организацией этого прекрасного праздника здесь, в столице Чеченской Республики. Мероприятие, на мой взгляд, в том числе способствует и налаживанию межнационального мира, налаживанию дружеских отношений между представителями разных этносов, разных национальностей, что имеет огромное значение в сегодняшних условиях, которые мы видим и вокруг нашей страны. Друзья, поздравляю всех с этим праздником, желаю всем удачи, пусть победит сильнейший Ахмат, сила Аллаха. Наша команда представлена двумя коллективами, по 2 пилота. Ахмат Рейсинг Тим – это скоростная дружина, которая задает жару любому сопернику, вне зависимости от трассы. Они не раз занимали победные и призовые места в своих классах. Конечно, атмосфера хорошая, праздничное настроение, главное, у пилотов и у наших болельщиков, которые приехали поддержать 2 экипажа, которые у нас сегодня принимают участие в гонке в классе туринг и в классе национальный С-1600. Как мы знаем, в прошлом году по итогу гонки оба экипажа заняли в своих классах первые места. Этого же мнения и Джабраил Ахмадов. Пилот чеченской команды выступает уже 5 лет. За это время набрался колоссального опыта. Данную трассу знает на зубок. Он пожелал себе и партнерам успешного финиша. Я намерен победить в любом случае. Потому что, во-первых, за нашей командой следит вся республика. Только вчера был День города и день рождения нашего многоуважаемого Рамзана Ахматовича. И в подарок для него, и в подарок для города мы должны победить, постараться. Старт прошел с визгом шин. Пилоты соревновались целых 4 часа непрерывного заезда. Для зрителей этот период был веселым, громким и интересным. Многие пришли поддержать своего участника, в том числе и целыми семьями. Итоги соревнований стали следующими. В классе GT4 победила команда X Motorsport, а вот в классе Touring победу одержал Шикойл. Команда Ахмат Racing Team заняла 2-е место, а бронза досталась Бракин Racing Team. Турпа, Лолита Исумов, Хусейн Мурдаханов и Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. Благотворительная акция прошла по всей Чеченской Республике. Ее провел региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В рамках масштабного мероприятия нуждающиеся жители региона получили 32 тысячи кур и выразили искреннюю благодарность в адрес главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и президента регионального общественного фонда Аймани Несиевны. Отметим, что подобные акции организация проводит регулярно. أيمانينا أيمانس رمزانا خز ساق دق سرت إيش سو ساق يقري سياق دال قبول ساخل دا ساق دل سامي دق شو ساق سام خل من لا شو من إير سالي لوش إيه ما بيركت دال قبول ساخل يتر دا ساق يم رمزانا تيري دق أيمانين تيري دا ساق يم خر دا قبول ساخل يتر ويفتشي تنام أيمانو قادائنا هدوش مال سام شوش مسانا مسنا هنا جو خوشون الله دا دكان سبيقان بول سنا هر سابو شجا قدير خيرالي قجوش خيرالي
Misna Biezardo, was Allah da kan vi kan börja. Shedi Allah yoksa meni rosteg. Aman hacı fond yasad hoş ben olsun. دا قوب وصاغ دا تنانا تدوزلنا تنشينا دير وزوق آمين. آمين. دق دق بيسك شتاغن داش دلغو دا قوب وصاغ Aman hacı fond yasad hoş ben olsun. وزاي آمين آمين. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.